Все, начинаем работу. Добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем установочное собрание Республиканского методического объединения учителей начальных классов. Повестка нашего собрания, тема нашего собрания – организация деятельности Республиканского методического объединения. Повестка собрания. Приветственное слово Штеклян Светланы Николаевны, первого проректора Республиканского института развития и образования. Вопрос первый. Роль методического объединения педагогических работников в развитии системы общего образования Республики Коми. Второй вопрос. Организация деятельности Республиканского методического объединения учителей начальных классов. Утверждение проекта положения о деятельности. В третьем вопросе мы будем рассматривать кандидатуры Совета Республиканского методического объединения учителей начальных классов. Вопрос четвертый. Утверждение плана заседаний на 2017-2018 учебный год. Ну и далее, наверное, в конце будем решать разные вопросы организационные. И приветственное слово мы предоставляем Штеклян Светлане Николаевне. Добрый день, уважаемые коллеги. Нам очень приятно, что сегодня мы открываем заседание Республиканского методического объединения для учителей начальных классов. И на заседании Республиканских методических объединений вопросы достаточно серьезные будут рассматриваться, актуальные по начальному образованию. В этом году институт является оператором и координатором, и, наверное, даже инициатором республиканских методических объединений по различным направлениям и по предметам содержания общего образования. В связи с этим мы всех приветствуем и надеемся, что данный вид работы для вас будет содержателен, полезен, насыщен. И, наверное, те решения, которые вы будете принимать на заседании Республиканского методического объединения, они будут введены в практику вашей деятельности. Спасибо, Светлана Николаевна. Ну вот, так скажем, начало, наверное, нашего собрания уже положено. Очень напутственно хорошее слово сказано Светлана Николаевна. И вот я здесь тоже подобрала такое высказывание. Нехитрое дело попасть ногой в проложенный след. Гораздо труднее, но зато и почетнее прокладывать путь самому. Именно этим мы и будем с вами заниматься. То есть, да. И по первому вопросу, наверное, мы предоставим слово Терентьевой Светлане Николаевне, кандидату педагогических наук, доценту, директору Института педагогики и психологии, заведующей кафедрой теории и методики обучения Сыктывкарского государственного университета. Она раскроет роль методических объединений педагогических работников в развитии системы общего образования Республики Коми. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне бы хотелось раскрыть роль методических объединений, в частности, нашего методического объединения учителей начальных классов. На основании приказа Министерства образования Республики Коми в 2015 году были созданы республиканские учебно-методические объединения в системе образования. Актуальность создания данных республиканских методических объединений, во-первых, необходимость разработки концепции развития содержания учебных предметов и предметных областей. Второе – это необходимость разработки и освоения новых подходов и технологий преподавания предметов, необходимость активного обсуждения в педагогическом сообществе и профессиональной экспертизы лучших практик и необходимость организации площадок для разработки предложений, методического сопровождения процессов развития образования. Структура государственного общественного управления в сфере образования в целом, не только в нашей республике, по какой вертикали строится государственное общественное управление. Первое – это федеральные учебно-методические объединения. Дальше им подчиняются региональные учебно-методические объединения. Дальше у нас на следующей ступени это муниципальные учебно-методические объединения. И на базе организации уже учебно-методические объединения образовательных организаций.
Хочется раскрыть основные направления деятельности Федерального учебно-методического объединения. Во-первых, это мониторинг реализации федеральных государственных образовательных стандартов, предложения по изменению и дополнению стандартов и методическое сопровождение внедрения данных стандартов. Второе – это участие в разработке примерных образовательных программ, проведение экспертизы, научно-методическое, учебно-методическое сопровождение образовательных программ. Третье – это участие педагогических работников в разработке контрольно-измерительных материалов для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций. Четвертое – это участие в оценке учебно-методических комплектов. Пятое, получается, у нас участие в разработке программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников. И последнее – это участие в разработке профессиональных стандартов. Вертикаль управления системой методических объединений в Республике Коми. Получается, у нас первое – это республиканские методические объединения учителей. Им подчиняются муниципальные методические объединения, дальше школьные методические объединения и, нельзя сказать, что на последнем, а следующий уровень – это педагогический работник сам. В настоящее время в нашей республике создано 20 республиканских методических объединений. Это по всем дисциплинам общего образования, отдельно по начальным классам, педагоги, библиотекари, педагоги дополнительного образования, воспитатели дошкольных образовательных организаций и так далее. Все можно это увидеть на слайде. Будем перечислять все. Состав Республиканского учебно-методического объединения учителей начальных классов. Кто вошел в наш состав? Это представители высшей школы, это преподаватели Сыктывкарского государственного университета. Дальше представители учреждений среднего профессионального образования, это педагогический колледж имени Куратова. Дальше муниципальные методические службы, педагоги и руководители образовательных организаций. Дальше специалисты института, Коми Республиканского института развития образования и сотрудники министерства. Это состав нашего РМО. Функции Республиканского методического объединения. Первое – это презентация лучших практик учителей, эффективных технологий, методов и средств обучения по учебным предметам в начальной школе. Второе – это организация общественного обсуждения учебно-методических комплектов, других учебно-методических материалов в соответствии с целями и задачами учебных предметов начальной школы. Третье – это содействие вовлечению педагогов в научную и публикационную деятельность через развитие и проведение исследований. Четвертое – организация и проведение экспертизы научно-методических, учебно-методических разработок, инновационных программ, проектов, учебной и учебно-педагогической литературы по запросам и заявкам заинтересованных физических и юридических лиц в рамках компетенции нашего методического объединения. И последнее – это оказание помощи муниципальным методическим объединениям учителей в изучении эффективности и результативности применения технологий, методов и средств обучения. Вот вкратце такова роль нашего методического объединения учителей начальных классов. Спасибо. Будут какие-то вопросы, коллеги? Светлана Николаевна, все понятно? Все понятно, да? Но вообще, если появятся вопросы, уважаемые коллеги, вы тоже можете написать к нам, мы их, обязательно на них постараемся ответить. Очень ждем от вас ответного слова. Переходим ко второму вопросу. Да? Вторым вопросом у нас... Обсуждение положения о деятельности республиканского методического объединения учителей начальных классов. Ну, наверное, уже Светлана Николаевна в своем выступлении некоторые пункты положения затронула. Я сразу хочу сказать о том, что положение у нас, оно не утверждено, оно находится в стадии, так скажем, разработки еще, да. То есть требуется внесение каких-то изменений. С этим положением я обращалась к руководителям муниципальных методов объединений. И большое спасибо, что некоторые из них включились в работу и внесли некоторые предложения не только в положение, но и
план работы Совета Республиканского института объединения учителей начальных классов. И хочу сказать о том, что это положение, которое мы сейчас на некоторых пунктах остановимся, оно тоже будет в доступности, и вы сможете с ним познакомиться и обсудить, где-то, может быть, внести какие-то изменения. Да, коррективы, изменения. Я хочу остановиться на задачах Республиканского методического объединения учителей начальных классов. Хочу сразу сказать, наверное, может быть, вот где-то повтор, да, Светланы Николаевны, да, значит, что деятельность Республиканского метода объединения не будет повтором курсов повышения квалификации, да, не будет повторять той работы, которая проводится с методистами. Это будет, так скажем, гораздо выше, и мы вам, наверное, ближе да, по отношению к конкретному отдельно взятому учителю. Поэтому у нас на сайте, портале «Открытое образование», я сейчас, наверное, сразу выйду, вам покажу, да, сайт Института развития образования. Справа есть страничка, называется портал «Открытое образование». Когда вы туда войдете, значит, и открываете следующую страничку «Республиканские методические объединения педагогов». Выпадает очень-очень много страниц. Во-первых, здесь вы увидите различные инновации, то, что происходит, какие-то события, то, что происходит у нас в республике. И здесь сразу остановлюсь, предложена регистрация для учителей. Регистрация в члены Республиканского метода объединения и регистрация в муниципальный метод объединения. На сегодняшний день, вот мы со Светланой Николаевной смотрели, уже более 100 человек зарегистрировано в члены Республиканского метода объединения. Молодцы, очень активно участвуйте. И вот чуть ниже, если мы увидим, да, страничка идет для учителей начальных классов. Вот начальные классы, можно туда войти. Сейчас пока она еще пустая, то есть как бы не заполненная. Она будет постепенно заполняться, и те, кто будут зарегистрированы, они будут полноправно пользоваться всем материалом не только на страничке учителей начальных классов, но и любого другого предмета. Посмотрите, здесь есть документы, да, закладочка, где вы можете открыть и также пользоваться документами, которые не только регламентируют работу нашего республиканского метода объединения, но и вообще образовательный процесс в школе. Предметная дискуссионная площадка, где вы можете поспорить, пообсуждать. Кстати, все документы, которые мы сегодня будем разбирать на собрании, они также будут представлены именно для обсуждения, и вы можете зайти туда и пообсуждать. Значит, сами документы будут лежать в папке «Документы», можете обсуждать и там, а можете перейти на дискуссионную площадку и обсуждение продолжить здесь. Или какие-то вносить предложения нам. Значит, полезные ссылки. Также она будет заполняться постепенно, эта страничка, для того, чтобы вы могли пользоваться. Ну и методическая копилка, наверное, самая такой вот, я думаю, что для учителей такой, да, важный шаг был сделан, потому что на сегодняшний день разместить материалы на уровне республики это очень сложно. И в рамках потом работы Республиканского метода объединения, я думаю, что эта работа наладится. У нас из члена совета, да, Совета Республиканского метода объединения будет выбраны эксперты, которые будут экспертировать ваши материалы и представлять на размещение именно вот в этой методической копилке. Итак, значит, ну, продолжим дальше, да? Итак, задачи. Ну вот, наверное, это немножко ввела вас в суть дела, да, и вы, наверное, уже себе представляете, какие задачи мы будем решать. Ну, первое – это определение приоритетных направлений развития содержания и методики преподавания в начальной школе в Республике Коми. Обеспечение методологического единства содержания методов и средств обучения в системе непрерывного образования по учебным предметам в начальной школе. Выявление и внедрение эффективных технологий, методов, средств обучения учебным предметам в начальной школе. Выявление положительного опыта использования учебно-методических комплексов и его распространения через публикации, семинары, вебинары и так далее. Организация стажерских площадок. Организация общественного обсуждения содержания учебно-методических комплексов. Организация участия учителей начальных классов в совершенствовании, содержании, форме и методов повышения квалификации. Содействие вовлечению педагогов в научную и публикационную деятельность и так далее. То есть положение будет представлено в документах на обсуждении, поэтому вы сможете его пообсуждать.
но хочу сразу оговориться, что мы будем ждать ваших предложений до 23 октября. У нас, да, к сожалению, время нас поджимает, поэтому не так много времени осталось, поэтому прошу быть более активными. Активными, да. Может быть, у вас сразу какие-то вопросы появятся, уважаемые коллеги, уважаемые участники собрания? Пожалуйста, ваши вопросы. Использование материала без синтетической копилки будет бесплатно. Будет Если бесплатно. вы зарегистрированы, Да, если вы зарегистрированы, можете Да, спокойно входить к нему и смотреть. Да. Во-первых, То есть куда использование, будет отбираться материал. То есть из Использование, предложенных. использование бесплатное, но и размещение тоже бесплатно. Мгм. Вот Чтобы очень- легче найти, как это все будет размещаться, наверное, по каким-то блокам, чтобы Ну вот быстрее это по будет- предмету. Там уже у нас там начальник- будет создана рабочая группа, которая будет туда все это Все размещать, Да. да, чтобы было компоновать, да, чтобы структурно было все это понятно. структурно. Наверное, лучше конечно. сделаем сразу по предметам, чтобы понятно было, да? Да, да. У нас А- по начальным классам, там же у нас Много предметов, там Да, будет да. по предметам, во-первых, во-вторых, по и по назначению. неурочной да, потому деятельности, что- там могут, может, Да, по да, воспитательной работе отдельно, то есть Да, отдельные да. блоки сделать. То есть одно из предложений сразу, да. Мгм. Итак, наверное, переходим к следующему вопросу. Это выбор Совета Республиканского института объединения учителей начальных классов. Третий вопрос. Да, третий вопрос. Хочу остановиться на некоторых, на некоторых пунктах положения. Это у нас пункт 6 положения, проекта положения, да, где говорится как раз о деятельности самого Республиканского института объединения, в частности, Совет. Значит, да, пункт 6.1 говорится о том, что для координации деятельности Республиканского института объединения учителей начальных классов определяется Совет Республиканского института объединения. В этот совет входят все руководители муниципальных методических служб, муниципальных методических объединений, извините. Но вот хочу сказать о том, что если вдруг из числа членов Республиканского института объединения, зарегистрированных на сайте, будут желающие, которые хотели бы принимать участие, активное участие, да, в координации Республиканского методического объединения, то, пожалуйста, милости просим, вы можете об этом заявиться также на сайте форума. Совет Республиканского методического объединения утверждается приказом Министерства образования, поэтому мы также ждем ваших предложений до 23 октября. И выбирается он сроком на 2 года. В пункте 6.2 сказано, что в состав Совета Республиканских методов объединений, кроме значит, тех людей, которые я перечислила, входит также председатель, сопредседатель, вот мы уже назначены, да, Светлана Николаевна, председатель, сопредседатель, и выбирается из числа членов Совета Республиканских методов объединения секретарь, который будет протоколировать все заседания собраний. Ну, вы должны присутствовать всегда, да? Значит, Да, конечно, секретарь да, всегда, да. Может быть, из присутствующих на собрании кто-то будет желает, желающий, может да, сразу. быть секретарем, то есть как бы, Конечно. вот. Либо участников нашего собрания, да, то есть вы тоже можете там об этом заявиться. у вас еще зарегистрированы? Я не отслеживала. Да. Но у нас есть, может, кого-то из нас, если Может, это учителя, можно, да. что наши, да, Можно, да, наши можно, университеты, конечно, да. если учителя не против будут. Ну, будем ждать, Я пока думаю, это. Я думаю, что мы это можем решить потом на собрании совета, да, то есть как бы определиться уже и потом как вынести Потому что у нас решение. кафедра начального дошкольного Мгм. образования, все методисты должны быть зарегистрированы. Они не Конечно, регистрировались. Мгм. Вот. Ну вот также, да, то есть как бы этот вопрос остается открытым, мы его выносим на обсуждение, поэтому вы сможете пообсуждать. И список имеющихся кандидатур, я могу их перечислить, конечно, пофамильно, Ну, да, их то очень есть, много. их достаточно много, да, поэтому, наверное, мы лучше вынесем на сайт, и вы можете там познакомиться и какие-то внести коррективы, предложения. Итак, 4-й вопрос. Утверждение плана заседания на 2017-2018 год. Но так уж сложилась ситуация, что у нас к данному времени не был еще выбран совет,
Поэтому понятно, что график собраний, да, или план заседаний мы примерный прикинем, то есть проект сделали с Светланой Николаевной, что мы можем рассматривать в рамках деятельности республиканского метода объединения. И он тоже также будет обсуждаемым документом, поэтому вы можете с ним познакомиться и также внести какие-то коррективы. Ну, во-первых, хочу сказать, что на учебный год у нас запланировано 4 собрания Совета республиканского метода объединения. И темы освещены. Ярослава Николаевна, осветит тему? Скажите. То есть мы планируем провести в течение года, как Анна Александровна уже сказала, 4 заседания. Первое заседание у нас сегодня, как организационное. И мы планируем провести в декабре, в феврале и в апреле. В декабре месяце у нас запланированы следующие вопросы для обсуждения. Первое – это технология проектирования современного урока. Второе – это особенности проведения самоанализа урока. И третье – актуальные методы, формы и технологии проектирования современного урока в начальной школе из опыта работы уже вами, учителями. Да, наверное, это достаточно актуально будет, потому что и мы как-то вот постарались в каждое собрание именно практическую деятельность включить, чтобы обмен опытом был. Да. На февраль у нас вынесены следующие вопросы. То есть тему я сказала, да? Тема декабря у нас особенности проектирования современного урока в начальной школе. На февраль тема у нас концептуальные основы современной начальной школы. Здесь мы планируем рассмотреть первый вопрос – это организация и механизм внедрения предметных концепций на период до 2020 года. И второе – это дорожная карта реализации ключевых позиций концепций по предметным областям в начальной школе. Да, немножко остановимся с вами здесь. Во-первых, у нас, так как у нас в начальной школе нет своей концепции для начальной школы, а есть только предметные концепции, поэтому мы будем анализировать все предметные концепции с тем, чтобы определить ключевые, да, какие-то позиции, которые непосредственно реализуются у нас в начальной школе. Да, для того, чтобы выйти на преемственность, чтобы видеть вот эту линейку, да, начиная от дошкольного обучения, начальной, средней и старшей школы. Да. На апрель месяц тема у нас особенности организации наставничества с целью повышения профессиональной компетентности молодого учителя. Думаем, что эта тема очень важная, была и остается. И поэтому мы предлагаем для рассмотрения следующие вопросы. Первое – это об особенностях методического сопровождения молодых педагогов. Второе – это о подготовке молодых педагогов к первой аттестации. И третье – об организации работы наставников с молодыми специалистами. И здесь по третьему вопросу мы опять же хотели бы увидеть практику работы отдельных, наверное, образовательных организаций. Как в образовательной организации представлена работа с молодыми педагогами, именно наставничество. Да, это удачный опыт, да, чтобы можно было посмотреть. Вот это основные вопросы на этот учебный год. Мы ждем, конечно, предложений, от вас предложений, замечаний, может быть, каких-то, чтобы вы хотели, наверное, услышать или увидеть в рамках обсуждения на наших заседаниях. И тоже ждем до 23 числа предложений. Проблем очень много, да, очень много, и сразу за все схватиться просто нет возможности, поэтому мы остановились пока вот на таких, как нам показалось, самые актуальные на сегодняшний день, которые просто вот мы тормозим где-то в введении федерального стандарта, наверное, особенно на втором, да, вопросе, который будем рассматривать. На последний очень актуальный вопрос на сегодняшний день. Если, конечно, будет очень много предложений, наверное, сразу будет возможность сделать дорожную карту, да? Конечно. Несколько лет, чтобы мы запланировали, когда какой вопрос можно будет рассматривать. Да. То есть очень ждем ваших предложений. Да, уважаемые коллеги. Мне кажется, очень как раз насыщенно, потому что особенности проектирования современного урока. И вот перекликается с третьим заседанием по наставничеству, потому что не хватает как раз молодым педагогам. Это будет, мне кажется, для них как раз карта для себя. То есть они будут включаться сначала в теорию, в опыт, и уже могут. Ну да. То, что как раз у нас проблема, почему возник вот этот вопрос именно на апрель месяц, почему мы вынесли. У нас, вот мы как работающие в университете преподаватели,
дети заканчивают, у нас выпускники начинают в сентябре месяце нам звонить. У меня не получается, у меня не получается то-то, то-то, то-то. Поэтому мы думаем, что в апреле как раз уже... Даже, наверное, еще будущих учителей Да, и можно, будущих да, учителей, задействовать, да. будущих наших выпускников тоже задействовать вот во все эти вопросы, чтобы они были уже... Конечно, мы стараемся, чтобы они были готовы, но, к сожалению, все равно получаются какие-то пробелы при подготовке студентов, будущих учителей. Николай, подключайтесь. Подключайтесь тоже. Ну вот мы, уважаемые коллеги, ждем от вас предложений, да, план, то есть как Светлана Николаевна сказала, что если много будет предложений, то есть вопросов и проблемных каких-то, да, вопросов, которые можно будет потом внести, действительно построить целую дорожную карту на несколько лет вперед, чтобы мы могли где-то спланировать, да, уже свои действия. И, наверное, искать выход даже не только в республике, да, здесь будут искать, а за пределами республики, в другие регионы обращаться за помощью. Обращаться за помощью, в конце концов, к нашим Другим. да, к нашим методистам, которые проектируют учебные пособия, да. Вот. Ну, здесь тоже надо отметить, что со следующего учебного года будет введен ГОС 3++ по высшему образованию. То есть совершенно будут другие образовательные программы для всех направлений подготовки к профилю ГСН образования и педнауки. То есть, как и раньше, по специалитету будут уже примерные образовательные программы. Не каждый вуз, как сейчас, например, да, вуз сам определяет содержание образовательной программы. Там будет уже примерная образовательная программа, где 70% это уже заложено вышестоящими органами решения. Так, ну что, уважаемые коллеги, наверное, вот то, о чем мы с вами хотели поговорить, и что хотели вообще вынести, да, обсудить на это собрание, установочное первое наше собрание, мы постарались как-то осветить, и сейчас я предлагаю принять какое-то решение по собранию, да, то есть как бы вот, и коллег, которые у нас участвуют на собрании, прошу поучаствовать также в решении. Пожалуйста, ваше предложение. Либо мы утверждаем те документы, которые вот мы осветили, либо мы их выносим все-таки на обсуждение. Мне кажется, надо вынести на обсуждение, чтобы учителя познакомились. Потому что вот я даже со стороны послушала, мне надо прочитать дневник. Само положение. Да, само положение. Потом посмотреть, вот как, скажем, практику, что, где я могу поучаствовать. Какое предложение внести, мне кажется, надо обсудить в коллективах, а после этого уже какие-то конкретные решения. Мне кажется, мы решили. Очень хорошее предложение, да, вы внесли. Спасибо. Решение так хорошее, но времени остается до 23. До 23-го мало обсудить это в коллективе. До 20 числа. До 20-го. Дело в том, что вот сегодня четверг, завтра пятница, потом суббота, воскресенье, выходной, а вот хотелось бы, скажем, в понедельник собраться с коллегами, да, пообсудить еще раз. Да, можно замечательное предложение, то, что вот создается республиканское политическое объединение, мы же все будем вместе решать одни проблемы, будем чувствовать себя частичкой одного большого дела. И я понимаю, что вот мало, мне кажется, здесь. Мы можем внести такое вот как бы в решение, да, предложение обсуждение основных документов, это положение, да, и список членов совета до 23, потому что действительно эта документация, она просто вот должна быть в срок выполнена. А план, да, план собрания мы можем обсудить на подольше. То есть можно договориться, ну, допустим, заседаний получается. Да. Ну, например, до середины ноября, да, то есть достаточно. Давайте дату сразу выдвинем. Да, давайте до 15 ноября. До 15 ноября, да, можно будет установить. Вы можете обсудить вот эти все. То есть Ну, какие вот, да, вопросы тогда. вы бы хотели услышать для обсуждения? Тогда вот я прямо сейчас ношу, да. Да, напишите до 15 ноября. Нет, мне просто самое до 15 ноября, да, мы внесли изменения. Вот, собственно, решение, да, утвердить проект положения Республиканского методического объединения учителей начальных классов и представить
к обсуждению на портале «Открытое образование» до 23 октября, утвердить проект плана заседаний Совета Республиканского методического объединения учителей начальных классов и представить к обсуждению на портале «Открытое образование» до 15 ноября и внести уточнения в список членов Совета Республиканского методического объединения учителей начальных классов и представить к утверждению Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми до 23 октября. То есть вот такие решения мы принимаем. Наверное, нужно еще значит, показать адрес, да, контакты, куда можно обращаться к нам, к Светлане Николаевне. Вот я разместила как раз ее электронный адрес и рабочий телефон. Мне, Бизане Александровне, также и Демина Эльвира Михайловна, которая является координатором деятельности республиканских методических объединений. Все контакты будут размещены и в том числе презентация, да, будут размещены на портале «Открытое образование» в закладке «Начальные классы». То есть вы там можете открыть и пользоваться всеми материалами, которые будут находиться там. Ну, наверное, как резюме, да, подведем итог нашего собрания. Я думаю, что мы успели все, да, то есть как бы за короткое время обсудить некоторые вопросы, так как это установочное собрание, оно такое еще опытное, первое, да, для нас тоже новый формат общения через интернет, достаточно необычный. Я думаю, что на следующее собрание мы, наверное, хотя бы раз в год будем собирать, да, руководителей и членов совета, да, членов совета Республиканского методобъединения прямо здесь, и чтобы не онлайн мы общались, а именно уже, да. Ну и понятно, что онлайн будут подключаться все остальные, могут посмотреть, поучаствовать. Потому что онлайн все-таки немножко сложновато, да, решать сложные, такие трудные вопросы. Спасибо всем за участие. Ждем ваших предложений, ждем вашей активности. Да. Спасибо, коллеги, вам за участие. До свидания. Спасибо.